Целью Всемирной лиги граждан и гражданских объединений является сохранение, развитие и защита общечеловеческих, общепризнанных, общепринятых, неприходящих и неизменных естественных семейных ценностей. Сегодняшняя тема нашей пресс-конференции – это ИГИЛ как ключ к разоблачению коррупционных схем и агентов внешнего влияния. В последнее время усиленно лоббируется тема о необходимости принятия законов о лишении гражданства и повышения существенного отяжеления уголовного наказания тех, которые убыли в районы боевых действий, так называемых ИГИЛ Сирия. Вопреки принципам о презумпции невиновности, без суда, без исполнения процессуальных норм, при полном отсутствии доказательной базы, называя их террористами, экстремистами и преступниками. Здесь экспансия внешних сил – это гражданский сектор. Выделяя огромные средства в виде грантов, они образовали широкий пласт псевдо-правозащитный сектор, неустанно орущий о виртуальных правах человека и обвиняющих как государство, так и сам народ, его менталитет, психотип, систему истинных ценностей культуры и даже язык. В своих истерических визгах, вдохновляемых грантами внешних доноров, эти морально-нравственные люмпены по сути являются ярко выраженными правовыми экстремистами. Требуя законодательного признания и защиты сексуальных извращений как достижения высокой культуры и цивилизации, эти грантопаразиты, посягая на незыблемые морально-нравственные устои нашего многонационального и многоконфессионального народа, умудряются выступать от имени народа против интересов, которого они выстраивают свою деятельность. В настоящее время эти агенты внешнего влияния в тесном сотрудничестве с отдельными членами политических партий ведут работу по разрушению государственных институтов, отвечающих за безопасность государства и общества. Они требуют вывода ГКМБ из-под контроля главы государства, всенародно избранного президента, и введения под юрисдикцию политических партий, находящихся в стенах Джохорку Кенеша. Цель круглого стола, который мы проводили, граждан и гражданских объединений, это Всемирная лига граждан и гражданских объединений был проведен круглый стол, было обсуждение этой злободневной темы, выработать гражданскую позицию по отношению к данному вопросу и выйти с предложением к президенту Кыргызской республики Сооронбай Шариповичу Джеймбекову для принятия необходимых мер. Прежде всего, надо руководствоваться нормами права, социальными аспектами личности и обстоятельствами, способствовавшими данным событиям. Конституция Кыргызской республики говорит о презумпции невиновности. То есть, пока судом на основании неопровержимых доказательств не будет установлена вина, человек считается невиновным. Сомнения, возникающие в процессе установления событий, трактуются в пользу обвиняемого. Мы, основывая свои суждения на вышеизложенном и руководствуясь принципами гуманизма, считаем, что наряду с теми, кто имел умысел и произвел деяния, подпадающие под карательные статьи Уголовного кодекса Кыргызской республики, есть и те, которые невиновны и стали жертвами обстоятельств добросовестного заблуждения и раскаялись. Также считаем, что они граждане Кыргызской республики и остаются таковыми, пока сами не откажутся от своего гражданства. Следовательно, государство обязано принять меры по их возвращению в Кыргызстан, как граждан Кыргызской республики, и создать условия для их психологической и социальной реабилитации. Соответственно, каждый виновный должен понести соответствующее наказание. Степень тяжести наказания должен соответствовать степени тяжести совершенного преступления. Эти меры необходимы в целях исключения фактора использования их определенными силами для возвращения их в нашу республику в роли террористов.
На основании вышеизложенного в целях принятия превентивных мер противодействия замыслам мировых экстремистских и террористических сил принимаем настоящую резолюцию и обращаемся к президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Шариповичу с просьбой принять безотлагательные экстренные меры по установлению места пребывания вышеназванных лиц и возвращения их на родину. Надо акцентировать внимание на факте пребывания среди них много женщин, детей и жертв обстоятельств. Для полного и эффективного использования данной задачи мы просим вас образовать выездную группу для установления личности и истинности их гражданства. Целесообразно было бы включить в состав этой группы представителей Центральной Азии, Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, улемов, думк, соответствующих депутатов Жогорку Кенкеша и правозащитников. Создать рабочую группу по разработке положений, регламентирующих необходимые действия по данному вопросу. В Кыргызской Республике участие соответствующих государственных и общественных институтов, подготовка и представление в Жогорку Кенкеш законопроекта и нормативных актов. Создать государственные центры по психологической, социальной реабилитации и адаптации в общество возвращенных людей. Учитывая опыт Республики Казахстан и других государств Центральной Азии по возвращению таких же своих граждан, наладить консультации, отношения, рассмотреть возможность совместных практических действий. Совместные практические действия актуальны ввиду того, что там могут иметь место граждане других государств с незаконным владением паспорта Кыргызской Республики. Данные и место пребывания людей составлены со слов их близких, родственников, которым они позволили и сообщили о своих тяжелых условиях пребывания и с просьбой обратиться к президенту о содействии их возвращению на родину. Списки имеются у Марипы Мухамбетовны Алыкуловой. Да. Спасибо. Так. Слово. Саламатсыздарбы, бүгүнкү пресс-конференция катышуучулары. Азыркы учурда мен айтып кетким келет. Бизде азыр жакшы жумуштар болуп атат. Алтын эл менен жана ошондой эле ошол лагердеги инсандар менен. Эми аякта көбүнчө келиндер менен жаш балдар болуп аткандан кийин биз азыр күндөн күнгө күнү түнү списоктор келип атат бизге. Мен каттап атам. Менде азыр барлык список уже топтолуп калды. Почему мы акцентируем внимание общественности к данному вопросу? Суть в том, что завербованные молодые люди, имеющие наше гражданство, они были до этого психологически подготовлены целой системной, скажем так, промыванием мозгов и психологической подготовкой. Вот вспомним приблизительно, что творилось где-то в 12-х, 10-х, 12-х, 13-х годах. Вроде бы незаметно, но шла системная психологическая подготовка молодых людей, отбор своего рода. Что интересно, что в этот же период
начали лоббировать странные законопроекты. Все мы не изучили, не рассмотрели, просто приблизительно можно сказать, что подготовка началась, активизация определенных групп людей, что заметна была слаженность работы некоторых чиновников, находящихся на политических должностях, отдельных депутатов Джурбы Кенеша, активных лидеров партий, политических партий. И что интересно было, большая масса гражданских активистов почему-то работали слаженно в этом направлении. Если мы спустя столько времени проанализируем цепь событий, принимаемых каких-то законов, нормативных актов или иных каких-то общественно-политических вопросов, то заметим, что шла слаженная системная работа. И как следствие даже вот торговля паспортами Кыргызской Республики для удобства этой работы даже мы считаем, что специально убрали 5-ю графу о национальности. Почему? Потому что граждане других государств, которые в силу неудобства с их территории выезда, они через Кыргызстан использовали как транзитное. Поэтому даже вот мы считаем, что соседние республики вывозят, успешно вывозят своих граждан с лагерей Сирии, а почему-то наши государственные органы стараются этот вопрос не затрагивать. Мы хотели бы обратиться к президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову с данной просьбой, которая была озвучена, мы письменно предоставим и акцентируем, что в принципе в данной ситуации очень много заинтересованных людей, которые будут противиться вывозу, востребованию и возвращению этих наших граждан, так как прибытие их в Кыргызстан может раскрыть много скрытых механизмов. И мы надеемся, что уважаемый президент со своей стороны наладит контакты с соседними государствами, которые уже имеют опыт возвращения своих граждан. И я думаю, что это будет хорошая акция и государства в лице президента, и гражданского сектора. Здравствуйте. Хотел бы тоже выступить по итогам одной пресс-конференции, потом круглого стола, который прошел на тему возврата наших граждан из лагерей. Причем, насколько я понял, это лагеря государственные, не лагеря боевиков, а лагеря государственные, где находятся люди, в том числе дети и женщины. И это вот для меня лично ассоциируется с тем, как вот во время Великой Отечественной войны, в чей день мы поминали 9 мая, и до этого, и после, до сих пор проходят определенные мероприятия торжественные. Я, кстати, вот, Георгий Скулендович постараюсь даже не снимать, чтобы помнить об этом, потому что ветеранов мало остается. И ситуация аналогичная. Если мы не заберем своих граждан, я вот уже приводил пример, что
с концлагерей забирали граждан, да, которые, те, кто сотрудничали даже с фашистской Германией. Их возвращали и разбирались, человек виноват или не виноват. Кому-то давали сроки, да, определенные, там, 10-15 лет, там, кому-то меньше, людей потом отпускали, амнистия бывает. И если мы сейчас оставим своих граждан, сейчас нет такого открытого, идет, конечно, скрытая информационная война, да? Если мы сейчас оставим своих граждан, то это как будет выглядеть? Кто нам простит данный шаг? Шаг в кавычках, да, для бездействия для меня. Если определенные силы в этом заинтересованы, в том числе те, которые являются агентами влияния иностранных государств в Кыргызстане, они заинтересованы, они уже готовят и, насколько я знаю, проводят уже определенные мероприятия, чтобы дискредитировать органы национальной безопасности, органы МВД уже они реформу внедрили, да, по типу украинской реформы, да, и законодательство поменяли. Теперь, исходя из этого, как юрист, вижу, многие, не то что сотрудники милиции, КНБ и судьи не могут разобраться до сих пор, как им применять. Проводятся определенные семинары, то есть, опять же, есть заинтересованные лица, которые дискредитируют Кыргызстан и в лице граждан, в лице международного сообщества. Если нам не забрать наших граждан, хорошо, некоторые согласны, что нет возможности, да, их там привести, реабилитировать. Мы можем обратиться в Организацию Объединенных Наций, да, там, в определенные структуры наших дружественных государств, да, которые с радостью нам помогут. Они в первую очередь в этом заинтересованы, чтобы помочь вернуть наших граждан, даже их реабилитировать, провести с ними определенные психологические мероприятия, да, чтобы они действительно вернулись полноценными гражданами. И вот эти граждане, я полностью поддерживаю выступающих, которые скажут, что они смогут раскрыть те схемы, которые не только раскрыть, они смогут даже принять активное участие в том, чтобы предотвратить вербовку. А сейчас действительно это очень актуальный вопрос. Для всех стран СНГ и вообще в Европе люди поддаются на определенные действия вербовщиков, поскольку там все довольно-таки отлажено. И они действуют четко. Если мы не предпримем никаких мер, нам не простят эти граждане, которые там останутся. В любом случае, они рано или поздно вернутся, да, предположим. Что они нам скажут, как мы в глаза будем смотреть? Детям, тем более маленьким, которые там остались. Не говоря о том, что родственники же здесь находятся, и с каким впечатлением о руководстве страны, о сотрудниках правоохранительных органов, которые присягу принимают, клятву дают, да, торжественно, что там, не жалея там, здоровья, жизни, они обязаны заступаться за каждого гражданина, там, что местного, что иностранного. А здесь по факту люди просят помощи, если им отказать, причем, это я понимаю, официальная позиция, да, поскольку определенных органов, не президента. Президент, я думаю, я в нем уверен, что он порядочный человек, да, он и Бога боится, и людей стыдится, и он не дал бы такую команду, чтобы оставить наших граждан там. Тем более у нас огромная, да, миграция, отток граждан. Если мы еще оставим наших граждан, которые там, ну, по разным данным, кто-то говорит сотни, кто-то говорит тысячи, здесь спрашивают там десятки тысяч. Если мы их там оставим, как мы потом будем смотреть в глаза нашим детям, внукам, это будет похлеще.